Лимбэ является одним из древнейших музыкальных инструментов монгольского народа. В древнее время лимбэ называлась хэнчуй или хундлым-бичхур. Лимба — разновидность бамбуковой флейты, единственный инструмент, который не проходил модернизации со временем и до сих пор сохраняется в своем первоначальном виде. Инструмент представляет собой трубку 65-66 см длиной, закрытую в верхнем торце деревянной пробкой. При изготовлении лимбы в высушенной полой трубке вручную проделываются 8 или 10 отверстий. Диапазон у лимбы от си-бемоль малой октавы до фа третьей октавы. Лимба делится на две части – верхняя и нижняя. В верхней части расположено отверстие для вдувания – дульца. В нижней части находится 6 клавиатурных отверстий. Эти отверстия нумеруются сверху вниз. В зависимости от настроя инструмента эти отверстия имеют неодинаковые промежуточные расстояния. В оркестре исполняет солирующую и аккомпанирующую функции. Моринхур – монгольский инструмент. Исходя из письменных источников Монгольской империи, его появление датируется XIII и XIV веками. В 2003 году Всемирная ассоциация ЮНЕСКО признала Моринхур достоянием всего человечества. Он был включен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия. Изначально поверх деревянного корпуса натягивалась шкура верблюда, козы или овцы, а струны изготавливались из хвоста белого коня, так как имели более мягкий звук. В настоящее время корпус полностью деревянный, струны используют только нейлоновые. На смычке традиционно натянут конский волос белого цвета. Современный стиль игры на моринхуре предполагает стандартные позиции пальцев. Технические возможности инструмента позволяют изображать бег и ржание коня. Строй квартовый, от фа малой октавы до фа третьей октавы флажолетом. Моринхур органично выступает как в качестве сопровождения старинных народных песен и улигеров, так и в исполнении традиционных татлак. Татлак – это особая манера игры на моринхуре, которая характеризует ту или иную местность, род монголоязычных народов. Благодаря своему уникальному звуку моринхур в Национальном оркестре Бурятии придает особую бархатистость и насыщенность, поэтому он часто используется как солирующий инструмент. Чанза прима. Во время подготовки к первой декаде бурятского искусства в Москве из Монголии была проведена трехструнная безладовая шударга – шанс. В 1944 году Арданом Занхоевым из Шударги был сконструирован трехструнный ладовый инструмент чанза. К 1959 году были созданы разновидности чанз – прима, альт и бас. В 60-е годы работу по реконструкции чанзы продолжил Бальжинимад Угаров. В 1964-м им впервые была создана четырехструнная чанза прима с металлическими ладами и укороченным грифом в сравнении с шударгой. Корпус чанзы имеет овальную форму и состоит из двух дек – верхней и нижней. Верхняя дека обтянута змеиной кожей. Диапазон чанзы примы от соль малой октавы до ля си третьей октавы, аналогичный строю четырехструнной домбры или мандолины. Основные приемы игры на чанзе – тремоло, удар вниз, удар вверх и различные колористические приемы игры – глиссандо, арпеджио, пиццикато и другие. Чанза в оркестре выполняет мелодическую и гармоническую функции. Благодаря большим техническим возможностям ей часто поручаются сложные пассажи и различные ритмические фигурации. Эвер-буре – монгольский духовой инструмент. Исходя из письменных источников Монгольской империи, его появление датируется XII веком нашей эры.
Предшественником эвербуре можно считать бычий рог. Подобный рог использовали для подачи сигналов, поднятия воинского духа и даже устрашения врагов. В 1965 году мастер-музыкант Гоши сделал первый музыкальный инструмент эвербуре, использовав при этом бычий рог. От большой влажности, то есть дыхания музыканта, рог отшелушивался. В дальнейшем мастер Индере, сохранив первоначальную форму инструмента, начал делать корпус инструмента из дерева, оставив только раструб эвербуре костяным, из рога быка. Диапазон эвербуре от фа малой октавы до фа второй октавы. Эвербуре широко применяют в современных национальных оркестрах. Он идеально сочетается в сопровождении старинных народных песен. В нижнем регистре эвербуре имеет тембрально густое, бархатистое звучание. Благодаря своему уникальному звуку эвербуре придает мягкость звучанию Национального оркестра Бурятии. Репертуар Национального оркестра Бурятии разнообразен и включает в себя произведения различных жанров, поэтому диапазон использования ударных инструментов довольно широк. Ударных инструментов в оркестре много. Это барабанная установка, колокольчики, литавры, металлические тарелки, тамбурин, бонги, конги, получившие большое распространение в оркестрах. Шум дождя. Это бамбуковая или иная полая трубка, наполненная чем-нибудь сыпучим – камешки, дробь, бусины или даже рис, со вставленными внутри палочками-перегородками, обычно расположенных по спирали, по всей длине. При наклоне сыпучий материал падает и ударяется о палочки, создавая звук, похожий на шум дождя. Чаще всего встречаются экземпляры длиной в 25-70 см, а диаметр чем шире, тем лучше. Считается, что инструмент создали чилийские или перуанские индейцы и использовали в обрядах для вызова дождя. Для изготовления использовали высушенные кактусы, шипы срезали, вставляли внутрь, создавая перегородки. Используется в разных стилях музыки и обладает медитативными, успокаивающими свойствами. Дарбука – старинный небольшой барабан, одна сторона которого более широкая, другая уже. Широко распространенный на Ближнем Востоке, в Египте, странах Магриба, в Закавказье и на Балканском полуострове. Традиционно изготавливается из глины и козлиной кожи. Сейчас очень распространены металлические дарбуки с искусственной мембраной. Одна сторона служит для извлечения звука, а другая, как раструб, усиливает его. Техника игры очень разнообразна. Диапазон звуков от довольно низких до высоких щелкающих. Имеет яркое, мощное звучание. Играет на дарбуке руками. Джембе – музыкальный инструмент, имеющий африканские корни. Представляет собой барабан, формой напоминающий песочные часы. Основу барабана составляет цельный кусок дерева. Верхняя часть, диаметром превышающая нижнюю, вызывает ассоциации с кубком. Верх обтягивают кожей, обычно козьей, реже используют шкуры зебры, антилопы, коровы. Чем тоньше стенки корпуса и тверже порода дерева, тем чище звучание инструмента. Играют на джембе в основном руками, иногда палочками. Родиной кубкообразного барабана считается Мали. Оттуда инструмент распространился сначала по Африке, затем и за ее пределами. Сейчас джембе невероятно популярен во всем мире. Его глубокое теплое звучание и широкий диапазон звуков позволяют комфортно использовать инструмент практически во всех стилях и направлениях музыки. Ханг является одним из самых молодых музыкальных изобретений мира. Ударный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер. Ханг монолитен, выраженных прорезей нет. Верхняя часть носит название динг, нижняя называется гу. В верхней части располагаются тональные области, образующие гармоничный звукоряд. Ровно по центру тонального поля находится небольшая ямка – демпл. В нижней части расположено резонаторное отверстие. Играют на инструменте руками, располагая его обычно на коленях, подставке или на горизонтальной поверхности.
Звуки извлекаются прикосновениями подушечками пальцев, костяшками и ладонями. Хур – бурятский музыкальный струнно-смычковый инструмент, традиционный инструмент у лигершинов. Изначально хур имел только одну струну. В 1940-х годах он стал двухструнным, затем трехструнным. Мастером, изготовившим бурятский двухструнный хур, был Николай Халбаев. Годами позже инструмент, благодаря известному мастеру Бальжанеме Дугарову, стал четырехструнным с квинтовым строем. Хур обладает трапециевидной формой с равными углублениями по бокам. Он состоит из двух основных частей – корпуса, внутри которого установлена дужка, и гриф. Смычок хура представляет собой деревянную трость, переходящую с одной стороны в головку, а с другой – колодка. Между колодкой и головкой натягиваются конские волосы. Диапазон хура от соль до ми. Струны настроены по квинтам: соль малой октавы, ре первой октавы, ля первой октавы, ми второй октавы до ля четвертой октавы и выше. В Национальном оркестре Бурятии используется хур-сопрано. Хур – ведущий солирующий инструмент. Современный хур по звучанию похож на скрипку, имеющий свой тембровый национальный оттенок. Товшур – струнный щипковый инструмент, наиболее известный среди народов северо-западной Монголии и на Алтае. Тавшур тесно связан с фольклором западно-монгольского народа. Его звуки сопровождали выступления сказителей, пение и танцы. Инструмент состоит из корпуса, длинного грифа с ладами и головкой. На верхней деке имеется резонаторное отверстие и подставка для струн. Имеет две струны из лески. Струны тавшура настраиваются в кварту, и от строя зависит диапазон, в основном охватывающий две октавы, от ре малой октавы до ре второй октавы. Звук извлекается щипком большого и указательного пальцев правой руки попеременно или ударом указательного пальца по обеим струнам. В состав Национального оркестра Бурятии тавшур впервые был введен в 2010 году. В настоящее время инструмент часто используется в оркестре в качестве аккомпанирующей группы в инструментальных произведениях, музыке к различным песням и танцам. Их-хур – струнный смычковый инструмент. Первый их-хур был изготовлен в 1962 году в Монголии. На профессиональной сцене его начали использовать в 70-х годах также в Монголии. В Бурятию их-хур пришел в 80-х годах прошлого века. Их-хур имеет две струны, настроенные по квинте – си-бемоль контрактавы и фа большой октавы. Диапазон от си-бемоль контрактавы до фа первой октавы и выше. На их-хуре играют стоя. Высота инструмента регулируется длиной шпиля. На нем играют смычком. Введение смычка имеет большое влияние на характер, силу и тембр звука. Кроме игры смычком, пользуются задеванием струн одним из пальцев правой руки – пицциката. Ноты для их-хура пишутся в басовом ключе на октаву выше действительного звучания. На профессиональной сцене его начали использовать с 2013 года после переквалификации музыкантов оркестра бурятских народных инструментов имени Чингиса Павлова. Переподготовку музыкантов провел преподаватель из Монголии Лувсын Дагва Сугарху. Основная сфера применения инструмента – оркестр, в котором группе их-хуров принадлежит важнейшая роль басового фундамента.
Шанза – струнный щипковый инструмент азиатского происхождения. Шанза была привезена из Монголии во время подготовки к первой декаде бурят-монгольского искусства в Москве. Тогда же состоялось ее первое выступление на профессиональной сцене в составе оркестра. У шанза длинная шейка с большими колками, 3 капроновые струны, натянутые на гриф, соединена овальным корпусом-резонатором, обтянутым змеиной кожей. Звук извлекается полой бамбуковой палочкой. Инструмент безладовый, транспонирующий, звучит ниже, чем написано в нотах. По звучанию инструмент ближе к басовым группам инструментов. Кварто-квинтовый строй. Соль первой октавы, ре первой октавы, соль малой октавы. Диапазон от соль малой октавы до соль третьей октавы. Приемы игры. Удары палочкой вниз и вверх, тремоло, глиссандо, пиццикато, вибрато, арпеджио и аккорды. В Национальном оркестре Бурятии инструмент выполняет функции в основном аккомпанирующие. Игра в ансамбле, оркестре, а также сольная игра. Ятага – струнный щипковый инструмент азиатского происхождения, распространенный в Монголии, Китае, Корее и Японии. Корпус ятаги представляет собой вытянутый деревянный ящик, полый внутри. Изготавливается из различных пород дерева. Верхняя дека из ели, нижняя из сосны, рама из березы. Имеет 21 струну, которые натянуты вдоль верхней деки. Приемы игры – щипок, щелчок, тремоло, арпеджиато, вибрато исполняется левой рукой и глиссандо – скольжение по струнам. Диапазон от ре большой октавы до ре третьей октавы. В Бурятию ятага была привезена из Монголии в 1976 году по инициативе дирижера оркестра бурятских народных инструментов Сергея Балдаева. На профессиональной сцене ятага появилась в 1979 году, когда Сергеем Балдаевым был основан ансамбль ятагисток. В оркестре 21-струнная ятага появилась в 2005 году. Ятага в оркестре исполняет преимущественно сопровождающую, аккомпанирующую функцию. Чанза-тенор – четырехструнный инструмент квинтового строя. Инструмент был создан Ачиржапом Жамбаловым в 80-е годы 20 века. Способы звукоизвлечения и приема игры на чанзе-теноре те же, что и на чанзе-приме. Благодаря своему низкому звучанию может выполнять все оркестровые функции – мелодическую, гармоническую и басовую. Нередко используется в качестве музыкального сопровождения при исполнении народных песен. Инструмент транспонирующий, нотируется на октаву выше реального звучания. Диапазон от соль большой октавы до ре ми второй октавы. Группа Чанз занимает в Национальном оркестре Бурятии одно из ведущих мест. Звучание этой группы отличается легкостью, подвижностью и в то же время обладает сильным звуком. Благодаря реконструкции Чанза получила ряд несомненных достоинств. Увеличившийся диапазон позволяет исполнять не только национальный репертуар, но и произведения скрипичного репертуара, причем практически без изменений. Иочин – струнный ударный инструмент азиатского происхождения, звук которого извлекается из металлических струн двумя гибкими бамбуковыми палочками с утолщениями на концах. Пустотело-деревянный корпус резонатор иочина ставят на специальную подставку. В конце 30-х годов 20 века два инструмента, привезенные из Монголии, были включены в оркестр Бурят-Монгольской филармонии. Первое появление иочина на профессиональной сцене состоялось в 1940 году на первой декаде бурят-монгольского искусства в Москве. Строй инструмента хроматический, диапазон составляет 4,5 октавы, от фа большой до до 4 октавы. Наиболее употребительными приемами игры являются удар, тремоло, пиццикато и глиссандо.
Будучи инструментом сопровождающим, и очень обычно занимает в оркестре средний регистр оркестровой фактуры, придавая полноту целому. По тембру хорошо согласуется со струнными группами и рельефно оттеняет звуки духовых инструментов, вносит в общее звучание оркестра яркость, звонкость, иллюзию хрустальной россыпи. Сухохур – бурятский народный инструмент. В глубокой древности сухохур имел сакральное значение. Его использовали не только в ритуально-обрядовой практике, но и кочевники в повседневной жизни. Изначально сухохур изготавливали из подручных материалов. Из дощечек собирали корпус прямоугольной формы, к нему приделывали деревянный гриф. На корпус натягивали сырой бычий мочевой пузырь. Всю конструкцию хорошо просушивали в защищенном от солнечных лучей месте. После этого натягивали струну из конского хвоста. При настройке сухохура нет конкретной той или иной ноты. Его настраивают так, чтобы струна была достаточно натянута для плотного прилегания смычка. Так как у инструмента единственная струна, диапазон игры варьируется от 1,5 до 2 октав в зависимости от длины грифа. Используется как полное, так и флажолетное нажатие пальцем на струну. Впервые на профессиональной сцене в Бурятии сухохур прозвучал в 2005 году в сопровождении народных песен. В дальнейшем инструмент стали использовать для сольного исполнительства. Сухохур обладает характерным, негромким, немного шипящим звуком. Несмотря на это, считается солирующим инструментом. Идеально звучит в ансамбле с горловым пением, а также в сопровождении макталов и улигеров.